Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел рабочее совещание по вопросам сельского хозяйства. 24 мая Ашхабад примет заседание Совета глав правительств СНГ. Туркменистан и ВОЗ обсудили сотрудничество в области здравоохранения и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание, посвященное ходу сезонных сельскохозяйственных работ. Глава государства подчеркнул необходимость своевременного и качественного выполнения всех агротехнических требований для получения богатого урожая. Президент также поручил хакимам вилаятов обеспечить строгий контроль за надлежащей работой подведомственных учреждений и предприятий. Постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Випа Хаджиев встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. На повестке дня были актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и его перспективы в сфере здравоохранения. Обсуждалось также участие туркменской делегации в предстоящей 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет в Женеве с 27 мая по 1 июня. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 24 мая примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. В ходе заседания будут рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в СНГ. Туркменистан примет участие в международной туристической выставке «Салам-Ош» в Киргизстане. Выставка станет эффективной бизнес-площадкой для налаживания деловых контактов, поиска партнеров и продвижения туристического потенциала региона. В ней примут участие крупные игроки туриндустрии, международные организации и зарубежные гости. 17-18 мая Туркменистан примет международную конференцию министров культуры, посвященную 300-летию Махтумкулифраги. Согласно официальной программе, вечером 17 мая на юге Ашхабада состоится торжественное открытие культурно-паркового комплекса Махтумкулифраги и монумента поэта высотой в 60 метров. Участники конференции посетят данное торжество, в ходе которого запланированы световое шоу, фейерверк, концертные выступления и другие праздничные мероприятия. В результате обрушения гигантского рекламного щита в индийском городе Мумбаи погибло 14 человек и 74 получили ранения. Инцидент произошел в районе Гактапар. Из-за сильного ветра 30-метровая конструкция упала на жилые дома и заправочную станцию. На месте происшествия проводятся спасательные работы. Курьезный случай произошел в Узбекистане. Разрядившемуся электромобилю Бытсонг Плас на помощь пришли лошади. Владелец электрокара, по всей видимости, не рассчитал остаток энергии в батарее, и машина заглохла. На выручку ему пришли два всадника, которые взяли электромобиль на буксир. Волейболисты сборной Туркменистана одержали победу над командой Киргизстана на проходящей в Исламабаде Лиге наций КАВА. Встреча завершилась со счетом 3-0. В турнире принимают участие 6 команд. По итогам группового этапа 2 лучшие команды сыграют в финале, а команды, занявшие 3-е и 4-е места, сыграют за 3-е место. Прошедший 14-й тур чемпионата Туркменистана по футболу практически добил интригу в борьбе за чемпионство. После гостевой осечки Ахала в матче с Алтын-Асыром Аркадак нарастил отрыв от преследователей до 11 очков, на своем поле одержав победу над Ашхабадом. Приблизиться к замыкающему первую тройку Алтын-Асыру смогли Мерв и Шагадам, одержав домашние победы с минимальным счетом, соответственно, над Энергетиком и Капетдагом. 15-й тур чемпионата Туркменистана по футболу откроет матч Ахал-Небичи, а на следующий день сыграют Энергетик Шагадам, Капетдаг Аркадак и Ашхабад Алтын-Асыр. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.